Продолжается рабочая поездка главы Башкортостана Ради Хабирова по городу Октябрьскому. Городская больница номер 1 Октябрьского работает с 1946 года. Здесь лечат пациентов из Бакалинского, Белебеевского, Бишбулякского, Ермекеевского, Туймазинского и Шаранского районов. У больницы номер 1 города Октябрьского 30 отделений. Они разбросаны по разным микрорайонам. Одно из них – хирургический корпус. Его построили в 1953 году. В ноябре 2018 после визита Ради Хабирова, тогда еще временно исполняющего обязанности главы Башкортостана, хирургический корпус начали реконструировать. Что смогли сохранить? Да, вот эти вот сохранили, да, немножко? Смогли сохранить, потому что там рушилось все уже. А вот здесь вот сохранили. У нас там есть стенд, покажет, как было. Первый ваш визит. Что получили Получается, и что хотим. сейчас, подожди, вот эту часть полностью вы сделали, Да. А та часть? Та часть была. Она была, это Вот эта вставка вставочка между. у нас. А дальше Дальше вот еще один точно такой такая же. Вам еще туда надо, да? Мы расскажем, что мы хотели. Ну вот это я помню, конечно, вот хорошо хоть немножко лепнину сохранили. Хотим показать небольшую историю. Напомнить, это с 1953 года Туймазинец, постройка была первой медсанчасти. Это то, что у нас было, когда вы первый раз сюда приехали. И то, что сейчас получилось, сейчас наглядно продемонстрируем. Это вот, Ради Харич, это история. А это портал Это поликлиника. Это первая поликлиника. Она есть, вот на этом стенде я ее покажу. Вот это вот исторические снимки. Это когда примерно года основания вот этой медсанчасти. То есть здесь сейчас вставка, вот это вот есть. И вот мы сейчас зайдем. Вот два вот этих вот корпуса стоящих. На этом месте вот фундамент вот этой ставки, где приемное отделение у нас расположено. Вот в таком виде Ради Фаричеву дали поручение к ремонту. Вот сейчас вот так вот стало. Все деревянные перекрытия были разобраны, заменены монолитным бетоном. То есть сейчас все полностью кровля. В общем-то, осталась одна коробочка. Сложная. Одна коробочка. Сложная была. Легче построить. Система коридорная была. Два санузла на отделение, мужской, женский. Палата без санузлов. Но мы сейчас посмотрим, что получилось. Приехали. Очень красиво получилось. Сделали именно такой дизайн, когда мы пришли. Был вначале он монотонный серый. И пришли с предложением сказать, что все-таки детство должно как-то Надо выделяться. все так делать. Вот. Я вот сколько прошу, я говорю, делайте детские поликлиники, чтобы ребенок шел туда, как в сказку. Это вот мы уже заходим в новый корпус, отремонтированный. Вот это вот, Ради Фаридович, осталось. Это старые были, да? Осталось от старого, да, колонны. Их постарались сохранить хоть в таком вот частичном виде, но они остались. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вот лестница, которая... Хирургическое отделение расположено на всех 3 этажах. На сегодняшний день отделение на 54 койки, включает в себя общий хирургический профиль, урологический, гнойно-хирургический. Давно, с 1996 года, мы начали работать на малоинвазивных хирургических операциях с применением видеотехники. Это вот у нас врач-уролог. Залилов Ренат Оксанович, врач-уролог. Специализированная урологическая помощь в нашем городе оказывается с 1972 года, когда было организовано отделение. В данный момент мы находимся в составе хирургического отделения. В год пролечим около 700 больных, хирургическая активность около 62%. В данный момент вот, по программе госгарантии оказания медицинской помощи и реконструкции нашего корпуса хирургического получили современное диагностическое оборудование и для внедрения малоинвазивной хирургии, то есть получили швейцарский контактный литотриптор. В дальнейшем планируем с кафедрой УГМУ во главе с профессором Павловым внедрение дробления камней, мочеточников, почек, что является актуальной проблемой для нашего региона. Также мы оказываем помощь близлежащим районам нашего города. Это Шаранский, Бакалинский район, Ермекеевский район.
И оказываем также помощь нашим соседям, это Республика Татарстан и Оренбургская область. Вот как вам ремонт? Условия сейчас как? Условия, ну, я уже 27-й год здесь нахожусь, условия небо и земля. Небо и земля. Да, мы очень рады, и мы, во-первых, рады, что мы сейчас нашим пациентам, самое главное, не стыдно заходить в палаты, у них есть санузел, у них есть душевая кабина, они лежат в прекрасных условиях. Поэтому я думаю, что только работать и радоваться жизни. Мы, Ради Фаридович, не только здание получили, мы еще новые технологии получили. И оборудование. То, о чем мы хотели. Здесь пока пациентов нет, мы начали заселение с 3-го этажа. Вот палаты. Стандартная палата. Во всех. Душевые кабинки, Прекрасно, да. санузел. Вот это одноместная палата. Все палаты укомплектованы вот такими кислородными узлами, да, консолями, со своей индивидуальной подсветкой. Везде имеются вызовы медицинского персонала. Прекрасно. На всех этажах процедурные тоже полностью укомплектованные. Перевязки и все прочее, да. Привели в соответствии с АНПИН уже, и кафель до потолка для обработки, для соответствия наших санитарно-гигиенических норм и правил. Фармацевтические холодильники специализированные везде стоят. На каждом этаже буфетная, раздача пищи, готовую пищу раздают. А столовая здесь? Столовая. То есть те, кто может приходить питаться, приходят в столовую. До конца немножко агитации добавим, санитарно-просветительской работы. Комфортно, чисто, светло. Здесь уже у нас лежат пациенты, заведующий хирургическим отделением Руслан Раифович. На сегодняшний день где-то мы в год более 2000 пациентов проходит через отделение. Высокая хирургическая активность. Около 70%, около 2000 операций. Операционных здесь одна или? Одна общая операционная в центре здания. Да. Оснащение, получили новые лапароскопические стойки, столы. Как бы, Помимо стройки, мы же здесь еще и по нацпроекту, здесь как амбулаторный онкологический центр. В этом году получили КТ дополнительно. То есть у нас здесь онкологический, да, был? Вот, Онкологический центр, межмуниципальный. вот в этом здании, да? Нет, ну в том На соседнем. территории больницы нет. А там нормально? Там бронь. Дополнительно в этом году в Октябрьске будет поставлено МРТ. В этом? Да, в 2021 году. А у вас сколько может сейчас? Ни одного. Не работает, наверное. Ни одного не было. Нету. Вообще никогда не было. Не было. Только КТ было. Поэтому в этом году, в 2021, У нас стоит 2 томографа. один мы новый поставили и отремонтировали старый. А когда в этом году? Сейчас аукцион проходит в январе. 3 месяца на поставку и месяц на монтаж. Начали уже готовить, да, площадку примерно? У нас Вы знаете, куда ставить. определено место. Посмотрим, кто выиграет аукцион, чтобы под модель определенные технические там параметры подведения коммуникаций, силовых линий и укрепления. Так я думаю, что с июня месяца будет работать. А с врачами как у вас? С врачами, ну, как везде, с первичкой не очень хорошо. 288 врачей работает всего в больнице. Здравствуйте, девушки. Как самочувствие? Ничего, нормально. Ничего, побаливаете? Но здесь лучше лежать, нет? Да, Условия хорошие? даже хорошие условия. Все есть, питание есть, лекарства есть? Есть, да, лекарства? С учетом последних всех наших требований, индивидуальной кислородной точки. А вы откуда, с Октябрьского или откуда? Нет, Шаран. Шаранские, да? Ну, как вот получается здесь межмуниципальный центр. Тепло, светло, Да, жарко даже. жарко, да. Телевизора только вам не хватает. Не голодаете? Нет, уж все есть. Нет, Не обижают вас? нет, никто не обижает, как же можно. Не жалко. Выздоравливайте. Выздоравливайте, выздоравливайте.
Это вот палата для наблюдения за послеоперационными пациентами, то есть краткосрочная, когда вроде и в реанимации не надо держать, и в общую палату еще рановато. Блок интенсивной терапии, можно так сказать, что есть наблюдение по основным параметрам жизнедеятельности, насыщение кислорода, сердечный ритм, артериальное давление, температура, возможность проведения кислородотерапии дополнительно и как индивидуальный пост. Да. Все, в себя пришли, перевели на свое место. Наши предшественники, вот как правильно выбирали, видите, после войны строили больницы и сажали деревья. Это же вот они сажали 50 лет назад примерно, 50-70 лет назад. Вот здесь, вот в этой вставке, такая вот квадратная же есть, снаружи мы смотрим, здесь собраны диагностические все службы. Эндоскопическое отделение, то есть то, что надо хирургам. Вот Екатерина Андреевна, наш заведующий. Здесь у нас эндоскопический кабинет, в котором установлены новые видеоэндоскопический комплекс, который позволяет получить разрешение высокого качества, что позволяет диагностировать онкологию на ранней стадии. Также аппарат получен по программе реконструкции нового хирургического комплекса. Также в том кабинете мы проводим колоноскопию. И совсем недавно, с 2019 года, по диспансеризации населения колоректальный рак, мы начали заниматься полипоктомией, получили новый аппарат ХВЧ, который позволяет получать более точные срезы. Это мы одни из лидеров Российской Федерации по программе госгарантии. За счет регионального бюджета мы проводим скрининг колоректального рака. Это вот спасение жизни, экономия в дальнейшем. А прошли обучение, так довольно сложно же все, да? Если в 2019 году, когда мы начинали, у нас было за год 55 полипоктомий, то в том году мы сделали уже 103. Планируем дальше совершенствоваться и наращивать. Это вот удаление сразу полипов идет, да? Иногда бывает то, что злокачественное новообразование на начальной стадии тоже удаляем. Это все вот моя шаговая доступность в районах. Раньше это делалось только в Уфе, и то по большой очереди. Сейчас у нас это благодаря вот той программе, которую вы одобрили. Спасибо. Спасибо. Здесь тоже, кстати, в рамках оборудования мы получили дуоденоскоп. То есть теперь мы уже сможем заходить до 12-перстной кишки. Планируем освоить малые хирургические вмешательства на фатеровом соске при желтухах и для диагностики. Здесь у нас находится кабинет бронхоскопия, стойко-видеоэндоскопический комплекс тоже совершенно новый. Вот это все вместе, это вот экспертного класса оборудование. Я министру сказал, ковид ковидом, но мы из ковида должны выйти, наоборот, не ослабленные, а намного сильнее. Потому что, надо сказать, и финансирование очень хорошее идет, правильно? Вот же какое оборудование. За последние 2 года у нас было получено очень много оборудования по разным программам. Это и видеоэндоскопические комплексы для поликлиники, 3 комплекса мы получили, вот таких же. Поэтому, Александр, мы не так в соседних регионах, когда, допустим, в учреждения там, 2-1 уровня, ну, так скажем, слабое оборудование отдаем. Мы, наоборот, даем чуть больше, чтобы люди могли профессиональный рост, компетенции. Мы не боимся этого, за счет этого и коллеги, блеск в глазах появляется, они остаются работать, и молодежь хочет работать. А так вообще это раньше было только Уфа, наверное, да? Вот. Только Уфа. Уфа, Москва, Ради Фаридович, у нас за последний год 2 молодых эндоскописта пришло. 2 доктора. А эндоскописты у нас в дефицитных, наверное, специальностях, то есть они еще по миллиону могут, да? Мы ими закрываем и в поликлиниках, не только вот стационар. В поликлиниках тоже доступен этот вид помощи. Вот это вставка 2012 года между 2 корпусами, где собрали приемное отделение, операционный блок и реанимация. Они вот так вот прям по ходу движения пациента и расположены. Вот 2-й этаж, оперблок на 5 операционных столов. Здесь, кстати, у нас есть специализированная нейрохирургическая операционная. У нас 2 врача-нейрохирурга работают, выполняют объем операций Шмель. Значит, Владимир у нас на 10 коек, общее число пролеченных больных где-то около 640, прооперированных 400, примерно каждый год, 65-70% оперативной активности.
Ну, было бы больше, но мы сотрясы черепно-мозговые травмы кладем под наблюдение, и не все их приходится оперировать. Поэтому приходится немножко цифры оперативности. Тут нейрохирургия на головном мозге, на спинном мозге. Оборудование тоже какое-то поступало. Вот это вот новое оборудование наше. Ну, все по последним условиям. Нейронавигатор – это ГЛОНАСС. Общество для головы. Опухоли, кровоизлияния внутримозговые, что-то на позвоночнике делаем через него. Значит, кавлированный инструмент, типа спутники, кавлированный инструмент ищем именно через функционально значимые зоны, чтобы не попасть. Ну, хотели еще немножко усилить их. А чем? Очень хотелось. Еще бы. Стойка нужна артроскопическая. Ну, артроскопию мы делаем тоже в год около 130 операций за прошлый Вы же год. работаете, опять же, на межмуниципальной, так ведь? Нет, вот хотелось бы сконцентрировать все. Что здесь нужно? Если артроскопическая стойка нужна, это минимум. Оборудование нужно, да? Около 15 миллионов. Давайте сформулируйте поручение. Вот Максим Васильевич сформулирует, поможет вам, ладно? Ага. Так, ну я вижу, здесь ремонт тоже. Система чистых помещений здесь. Ну, то есть здесь вот это новое тоже помещение, да, то есть. Ну, здесь все стерильно. Но здесь уже операции вы проводите, да? Мы уже работаем здесь давно. И опухоли. Это с 2012 года. Мы хорошо снастили онкологию с линейными ускорителями. И большую часть опухолей головного мозга будем отправлять на лучевую терапию. За каждый ускоритель стоит 250 миллионов. Мы за счет нацпроекта и республиканских денег 5... То есть это другой способ лечения, да? Более технологичный, да. Про опухоли, да, точно. А вот экстренные внутримозговые гематомы, где в глубине мозга искать, чтобы не повреждать что-то, вот изумительная вещь. Раньше казалось, что только про Уфу можно говорить, про такие операции. Теперь вот и в Октябрьском есть. У нас же республика большая. Спасибо большое, Алексей. Нам задача, вот то, чем мы занимаемся, спасибо, медицину приблизить к людям, в том числе высокотехнологичную. Спасибо. Вот здесь вот пока получается Октябрьском. Я сегодня с Октябрьского буду таким с хорошим сердцем уезжать. По медицине, по крайней мере. Вот оно так было, да? Вот, да, это вот такой корпус, как мы реконструировали. Но он здесь чуть получше. Здесь Максим Васильевич в 2000 году хозспособом подремонтировали. Это что вы говорите? Мы хотим его сносить, его снести. Да. А он не культурный носитель? Нет. Нет, да? Все проверяли мы, не объект. И здесь, вот, там получается еще дальше площадка, если поставить, чтобы было современно и сохранить коечную емкость, то что нужно, конечно, отремонтировать и существующее, но удорожание койка становится более золотой. Надо исходить из того, что из перспектив и конечно. дальнейшего развития, потому что мы же муниципальный центр. У нас на ближайшую перспективу, здесь по Октябрьскому, какая у нас ситуация? У нас готов проект за поликлиникой детской находится детский стационар. Там нужно 40 миллионов, чтобы его полностью привести в такое же состояние, Как поликлиника. Они соединенные, Да, конечно. как объединенная больница. С заменой коммуникации это у нас 40 миллионов. Да, потом поликлинику, которую мы показали, мы хотим поставить в проект. Но получается, это будет там 23-24, может, с переходом на 25. Федеральные деньги поставить, да? Вот это мы хотим. А корпус здесь уже, к сожалению, надо искать либо резервный фонд, либо еще какие-то варианты, может быть, работать с федеральным правительством. Но я бы вот на 21 год ничего сюда же, денег нет. Ну, здесь, поэтому может быть, можно начать проектирование. Проектирование. Может быть, детским стационаром заняться, может, второго Лучше бы вот это вы добейте вот эти 40 детский. миллионов, то, что я говорю, деньги эти найдем. А остальное мы просто заложим, просто начнем. И в РАИ будем планировать там 23-24 год. Да, поэтому Вот я говорю. такие Вот форматы. Вообще, раньше-то как строили, да? Да, после войны сразу. После войны, да. Вот лепнину сохранить надо. Ее начинают делать, и она начинает отсыпаться на гипс. Все. Стоит 50 лет и начинает рушиться. Миша, да, красиво, с Чаша медицинской с эмблемой, бельей, да. да, медицинская эмблема. Конечно бы, интересно было бы. Очень красивый. Все, Филипп Петрович, давайте. Спасибо, Радик Петрович, огромное спасибо вам за Я поддержку. прям по медицине. Вы знаете, как Россия по медицине очень рад, что так хорошо продвинулись в Октябрьском. Но еще надо, да, ведь?
Так, ну ладно, вот это неплохо. Детскую поликлинику показали, здорово. Модернизация хорошая прошла. Давайте, Викторович, берегите себя. Спасибо. Ральф Фрич, вот оно, то самое здание, где вы сколько, 1,5 года назад, 2 уже, да, делали селфи, говорили отремонтировать фасад хирургического корпуса в Не Октябрьском. фасад, а полностью все отремонтировать. Вот мы совершенно преобразовали эту больницу. Она, ну, понятно, и внешне другая. Самое главное, условия там очень хорошие. И еще самое главное, что мы очень существенно технически ее оборудовали. Она очень насыщена технологически, технически, и врачи очень высокопрофессиональные. Поэтому вот за это спасибо. Ну и потом я говорю, мы на Октябрьский смотрим не как на просто город. Октябрьский – это межмуниципальный центр, и он обеспечивает нужды на медицинскую помощь и для Бакалов, и для Шарана, для Белебея, вот для целого ряда, для Эрмикеевского. Поэтому сюда мы, конечно, денег много вложили, вот прям по-честному очень много. Ну не жалко. Сейчас, не жалко вообще. Сейчас немножко 21 год передохнем, и потом опять начнем этим заниматься. Поэтому деньги мы будем и дальше вкладывать. Спасибо.